Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую всех адекватных россиян. Ассаламу алейкум, уважаемые кавказцы. Кавказцы — это грузины, азербайджанцы, карачаевцы, балкарцы, черкессы, кабардинцы, дагестанцы, чеченцы и ингуши. Автохтонные народы нашего Кавказа. Народы, которые имеют свою историю и территорию на Кавказе. Ассаламу алейкум, братья ингуши, братья чеченцы, войнахи. Я вас всех приветствую. Сегодня я вас хотел бы ознакомить с извлечением из интервью бывшего следователя по особо важным делам прокуратуры СССР и РСФСР Исы Костоева. Полное интервью называется «Он раскрыл дело Чикатило». Если кто помнит, Чикатило — это серийный маньяк, убийца, который был в Советском Союзе, и Иса Костоев именно расследовал это дело, раскрыл это преступление и арестовал этого серийного убийцу. Интервью брал Игорь Корольков, газета «Совершенно секретно», номер 9, черточка 398, сентябрь 2017 год. Игорь Корольков – это довольно известный журналист, обозреватель, лауреат премии Союза журналистов России и Академии свободной прессы. На вопрос, был ли в вашей жизни случай, когда ситуация вышла из-под вашего контроля и вы испытали панику, задает вопрос Корольков. На что Костоев отвечает: была, но связана она не со следствием. Я тогда был полномоченный представитель президента России в Ингушской республике. Назревал конфликт между ингушами и осетинами. Реабилитированные ингуши потребовали вернуть им пригородный район с их домами, которые у них отняли в 1944 году и вселили туда осетин. Федеральная власть тогда заняла трусливую и выжидательную позицию. Я пытался достучаться до Кремля, но Ельцин меня не принял. Никто из его окружения не хотел меня слушать. Я видел, что вот-вот прольется кровь, и ничего не смог сделать. Вот тогда меня и охватила паника. В конце концов беда случилась. С обеих сторон погибло очень много людей. Разрушено огромное количество домов. На глазах родителей убивали сыновей. На глазах мужей издевались над них женами. За все это ни один человек не понес наказание. В течение 3 лет шла имитация расследования межнационального конфликта, которая закончилась принятием позорного постановления о прекращении уголовного преследования, которое я бы назвал не юридическим документом, а постыдной политической декларацией. Это самое большое разочарование в моей жизни. Я гордился службой в Генеральной прокуратуре, отдал ей 35 лет. Во имя чего? В случае, когда она обязана была продемонстрировать волю, последовательную твердость и отстаивание закона, она продемонстрировала трусость и политическое угодничество. Напоминаю, что в 1992 году руководство Северной Осетии заранее спланировало геноцид и этническую чистку ингушей, проживавших на территории Северной Осетии. Интересы администрации Ельцина, Кремля в 1992 году и интересы руководства Северной Осетии совпались. Осетинское руководство заранее спланировало геноцид и этническую чистку ингушей, проживавших на территории Северной Осетии. В результате 70 тысяч человек лиц ингушской национальности потеряли свои дома и имущество. Около 700 человек были убиты лиц ингушской национальности. Тысячами и тысячами человек находились в заложниках, над которыми издевались. Были пытки, издевательства. Также 198 человек лиц ингушской национальности находятся до сих пор в списках без вести пропавших. Хочу также отметить, что осетинское руководство, осетинская сторона заранее закупала оружие под видом сельскохозяйственной техники, вооружала осетинские бандформирования, и 31 октября осетинские бандформирования напали ночью на мирно живших в своих домах ингушей, мирных ингушей. Также осетинское руководство разрешало осетинским
ополченцам, так называемым ополченцам, грабить военные склады, находящиеся на территории Северной Осетии. Оружие расхватывалось, раздавалось населению, вооружались бандформирования, так называемое ополчение, был полный беспредел, и на все это Кремль закрыл глаза. Естественно, вот в этом извлечении Иса Костоев подчеркивает, что я не смог достучаться до Кремля, Ельцин меня не принял. Естественно, Ельцин предал ингушский народ, такой же российский народ, как и осетинский народ. Он предал ингушский народ, закрылся в Кремле и предоставил возможность осетинским бандформированиям, руководству Северной Осетии, вовлекая туда российскую армию, позволил устроить этническую чистку над ингушским населением по национальному признаку. Именно основную роль в этом конфликте играла российская армия. Российская армия, элитные подразделения, которые и занимались тем, что они взяли в кольцо Северную Осетию и дали хорошую возможность осетинским бандформированиям и бандформированиям, пришедших с территории Грузии, это южные осетины, расправиться над мирным ингушским населением, что и действительно произошло в 1992 году. Около 700 человек лиц ингушской национальности были зверски убиты. Тысячи и тысячи и тысячи человек находились в заложниках. Более 70 тысяч лиц ингушской национальности, людей, вынуждены были покинуть территорию Северной Осетии. Дома разграблены, в их дома заселялись так называемые пришедшие на помощь северным осетинам южные осетины. Эти дома, ингушские дома, до сих пор заняты этими людьми. До сих пор прошло уже 28 лет. Дома не освобождаются. Они заняты именно теми людьми в 1992 году, южные осетины, которые бандформирования, мародеры, которые пришли на помощь Северной Осетии. Осетинское руководство привлекло их в этот конфликт, и они участвовали в этом конфликте. Кремль и руководство Кремля, естественно, приняло выжидательную позицию. Ихние планы были, интересы заложены, что у Северной Осетии, что у Кремля, они совпались. И в центре всей этой кровавой авантюры, затеянной руководством Кремля и руководством Северной Осетии, оказался бедный ингушский народ. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго, до новых встреч. Живите мирно. Я уверен, что военные преступники, совершившие насильственные действия, геноцид и этническую чистку над мирным населением ингушской национальности, обязательно должны будут наказаны. Эти преступления, совершенные против ингушского народа, не имеют срока давности. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч.